Доброго вечора, шановні глядачі. Дуже така серйозна тема для розмови. Уже вона тиждень обговорюється в українському суспільстві. І дуже я хочу подякувати Ахтему Зейтуллайовичу, що він приділив нам свій час і зараз поспілкується. І дякую Аслану, який теж постійно з нами на зв'язку і постійно піднімає цю тему. Ви вже знаєте цю тему. Президент, хтось йому подав таку ідею зробити в державі персонами нон-гранта так званих ворів в законі, так званих авторитетів і таке інше. Це нас не стосується звичайних громадян, які нормально себе спілкуються з законодавством, і ніяких порушень до законодавства немає. Але чомусь в цей список війшли ті люди, які воювали за державу Україну і які реально допомагали нашій державі в російсько-українській війні. Чому так сталося, ми будемо розбиратися. Зараз хотів би спитати у Ахтема Зейтуллайовича, Зейтуллайович, скажіть, будь ласка, а які зараз у Верховній Раді, я знаю, піднімала Європейська Солідарність, на якій стадії оця справа зараз? От якісь є звернення до прокуратури, до СБУ, є якісь відповіді від прокуратури, від СБУ, від президента? Тому що я бачив багато репортажів, багато звернень і журналістів, і блогерів, і депутатів. А реакції від влади поки що я не бачу. Може, у вас є якась точніша інформація або новіша, свіжіша? Так, есть, конечно, соответствующие вопросы рядом депутатов. Я знаю, что депутат Арьев обратился на РНБО. Я пытался вчера депутатский запрос направить самому президенту, но не хватило 2 голосов, они голосуют в парламенте. Думаю, что к этому вопросу я обязательно вернусь со своими коллегами на наступному сессионной неделе. И хоть там больше 40 подписей было, многие с монобільшості, то есть с провладной фракции проголосовали, там 154 депутата. Ну вот, к сожалению, неделю, скажем так, потерян. Но ответов так быстро я не думаю, что должны быть. А вот реакция, к сожалению, секретаря РНБО вчера на Савика Шустера, она была плохая. То есть там был вопрос о том, что по вот спискам, по нашим бойцам, он сказал, что непроверенных лиц в этом списке нет. И это очень плохая новость. То есть система, которую президент Зеленский через РНБО сейчас выстроил, она будет носить, на мой взгляд, и карательные функции тоже. То есть вот эта система, она мы не можем сейчас на этом этапе напрямую, как бы имея аргументы или чьи-то ответы из спецслужб, там, СБУ, полиции, и идти в суд. Потому что эти запросы только мы сейчас по факту решения РНБО начали готовить. А как вы знаете, на это нужно в такой ситуации это достаточно долгий срок, когда ты знаешь, что этих ребят могут в любой момент упаковать и отправить не куда-то, а конкретно в Россию, потому что с таким, в кавычках, волчьим билетом ни одна страна демократическая или проевропейская их не возьмет. У нас примеры, к сожалению, есть плохие, когда через Молдавию выпроваживали наших ребят и их брали. Потом они оказывались в колониях России. Об этом, обо всем мы с трибуны Верховной Рады сказали. Об этом здесь мы говорим на, скажем так, на демократических каналах, которые
готовы освещать эту проблему. Но центральные каналы, пропрезидентские, как мы их называем, такие как 1+1, эту проблему не готовы вот так широко выставлять. И это очень плохо. Есть, я слышал о том, что вроде как кому-то там Аваков, глава МВД, обещал, что ребят не будут депортировать. Но сколько стоит заверение министра, который сам участвовал в составлении этих списков в его ведомстве и голосовал на РМБО, сколько может стоить его гарантия в такой ситуации? Ситуация очень нехорошая. Я это откровенно говорю, учитывая, что здесь, в общем, ситуация в этом плане нездоровая. То есть, вы знаете, у нас преследуются патриоты, вы знаете, у нас куча судебных процессов по украинским патриотам, и резонансы тут каждый день происходят. И сказать, что успеем ли мы все вместе вокруг вот этой очень серьезной, на мой взгляд, ошибки, провокации, сумеем ли мы сконцентрировать достаточное внимание вот в широком понимании общества в Украине? Для этого нужно все-таки время. Я же говорю, очень сильно размывались вот эти 2 года с приходом Зеленского и его команды. Размывались вот такие символы борьбы и касательно событий Майдана и российско-украинской войны. Поэтому вот я откровенно говорю, очень много надо сил приложить для того, чтобы эти ребята билетом на смерть не пошли по этапу до России. Скажите, пожалуйста, вот я задавал Аслану вопрос. Как так получилось, что эти люди, которые воевали за Украину, не получили украинского гражданства? Или там есть люди, которые имеют украинское гражданство? Или там все люди, которые в процессе ожидания украинского гражданства? Знаете, вот этот механизм, как многие здесь юристы, правоведы говорят о том, что РМБО перебрала на себя вот эту роль введения санкций, в том числе по самим гражданам Украины. Но в данном случае у них руки развязаны, потому что, насколько я понимаю, ребята, которые членской национальности, они сейчас имеют, кто имеет вид на жительство, но во всяком случае никто не имеет гражданства Украины. Вопрос приобретения гражданства, хоть и мы приняли достаточно упрощенную форму ее, законом определили, но это очень такой процесс достаточно бюрократический. Я знаю, что многие рассказывают, что они сталкиваются с такой предвзятостью в соответствующих структурах и либо затягивание этого вопроса. Я об этом слышал. Но в любом случае сейчас вопрос в том, почему власть, не государство Украина, я подчеркиваю, а власть, которая сегодня представляет наше государство, она вдруг решила через вот этот не вполне конституционный механизм выпроводить, вернее, дать билет на смерть. Все знают, что это дорога смерти. Вот ребятам, которые самое тяжелое время для Украины, когда еще, в общем-то, становление армии только начиналось в 2014 году при 5-м президенте, взяли оружие добровольцы и во многом собственным примером показывали, что нужно врага, который напал на твою землю, убивать.
Потому что все эти десятки лет, я уже не говорю про сотни лет, в Украине ментальность очень изменили, и они себя долгие десятилетия, многие из них воспринимали себя частью русского мира. И тут нужны были такие примеры, и они показывали своим личным примером. Это и крымские татары, это и чеченцы, это и другие, и, конечно же, сами украинцы. То есть плечо об плечо стояли и стреляли во врага, называя его врагом. Вот это не всем нравилось здесь. И сегодня во власти, вернее, после выборов во власть стали привлекать достаточно одиозных лиц, которые показали себя, как тут скажут, налаштованные пророссийски. И у нас и пошли эти все ужасные вещи, процессы против патриотов, процессы гонения самих вот таких исторической идентичности, исторического утверждения Украины как совсем не процессы, которые здесь, к сожалению, эти 2 года развиваются, и привлекаются люди, которые власти, которые достаточно пророссийски настроенные, и их используют как инструмент давления на всех патриотов. Да? Вот в такой ситуации мы знаем, что и Кремль отрабатывает здесь, и кадыровские действия имеются. И не исключено, что вот эта ошибка, почему я ее называю провокацией, она реализовывается определенными силами, группами. И разговаривая с руководителями фракции «Слуг народа», я так и сказал, что, на мой взгляд, нужно донести до президента, что речь идет о серьезной подставе как главы государства. Потому что это очень серьезные имиджевые потери. Это в общем-то, я говорил в своих интервью о том, что многие постсоветские государства, такие как Грузия, такие как Польша, такие как страны Балтии, такие как Молдавия, они, в общем-то, все эти 5 лет войны до новых выборов, они реально относились к Украине как к региональному лидеру, который кинула вызов мощнейшему такому врагу, как Россия, да, и остановила движение путем там серьезных своих потерь и части территорий, но остановила и дала очень серьезный ответ, удар по этой имперскому желанию Путина снова оказаться на границах и в самой Европе, да? Так, вроде с пониманием все относятся, я имею в виду в парламенте, ну, естественно, кроме пятой колонны. Но насколько будет готов сейчас президент Зеленский вот с этой точки зрения поставить на, скажем так, на условные весы то, что есть решение, так сказать, РНБО, и есть вот такие вот очень серьезные риски, мне трудно сказать. Я даже не такими критериями не руководствуюсь, как надеюсь, как там буду думать, мы думаем или я думаю. Я сам лично стараюсь сейчас идти вот теми механизмами, использовать, которые есть в этом государстве. Это выступление, то есть стараться максимально
чтобы в обществе украинском максимально услышали про эту проблему, не только услышали, а очень серьезно включились в эту проблему. Потому что только через общество можно здесь серьезно влиять на такие очень резонансные события. Насколько возможно, чтобы юридическую сторону отработать в этом вопросе, получить ответы от этих структур, кто списки подавал, кто голосовал на этом совещательном органе, да, РНБО, чтобы потом по ним оспаривать мотивацию того, что послужило включением в список. Но это, еще раз повторяю, это определенное время займет. Мы должны вот это время максимально забить своей активностью и информированностью в обществе, чтобы слова Авакова не успокоили. Потому что, еще раз говорю, очень трудно будет, когда уже этап пойдет, включатся уже механизмы на выполнение этого решения РНБО. Очень трудно будет остановить это. Ну, практически невозможно. Да, к сожалению, у нас уже есть эти прецеденты. У меня уточнение. Извини, Аслан, я в тему. Хорошо, я просто в тему хотел, вот именно в тему, Аслан, извини, пожалуйста, просто в тему. Вы, наверное, не знаете этой новости, я сейчас нахожусь на сайте президента України. В п'ятницю було засідання Ради національної безпеки та оборони. І після цього засідання о 20-й годині 20 хвилин вийшов президент, глава держави і звернувся до українців. І дослівно я зачитаю цитату, і потім, Аслан, будь ласка, просто, щоб це просто в тему. У продовження руху на цьому шляху сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Серед низки питань, що були на ньому розглянуті, я хочу виділити декілька, на мій погляд, найважливіших. Перш за все, за результати виконання попередніх рішень РНБО, це яке ми обговорюємо, минуле рішення РНБО, яке ми вже тиждень обговорюємо, і яке пан Ахтем сказав, що все суспільство вже знає, а президент ще цього не знає. Ми до президента не достукалися, щоб ви просто зрозуміли. А саме санкції щодо злодіїв у законі та кримінальних авторитетів. За 3 тижні 6 злодіям у законі оголошено підозру. 12 видворено за межі України. Інші перебувають під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу злодіїв у законі на криміногенну ситуацію в Україні. Крім того, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив, увага, 111 етнічних кримінальних авторитетів. Третину видворено з України. Інші очікують завершення процедури видворення або перебувають під слідством. Урешті скасовані документи на проживання в Україні. І це той випадок, коли я зовсім не засмучений тим фактом, що хтось емігрує з України назавжди. Кінець цитати. От, Аслан, вибач, що я тебе перебив, тому що дуже важлива тема. І як цю тему обговорювати, в мене є своя точка зору, але я хочу послухати, що ви скажете. Добре. Дякую. Да, Артем, прокомментируйте, пожалуйста, тоже эту новость. Ну, в принципе, это вот все, что я говорил выше. То есть, создали некий очень сомнительный с конституционной точки зрения механизм, в котором задействовали коллективную ответственность, безответственность, и найти механизмы законного характера, это нужно время, чтобы противодействовать вот такому. Это нужно время. Что касается вот этих тезисов выступления президента, они рассчитаны больше на
больше пиарного такого характера, нежели отчетности вот, по выполнению там решения РНБО. Потому что воры в законе — это понятие сугубо специфическое в специфических кругах и в ментовских. Нету такого понятия в гражданском обществе, в конституционном обществе. И кто назначил криминальными авторитетами, ворами в законе, смотрящими? А это сделало с подачи, то есть в Верховной Раде рассмотрели закон вот, касательно этой категории, поданный Министерством МВД, и там были даже понятийные слова: стрелка, сход, сходняк и так далее. То есть маемо, что маемо, да, но если бы это не было бы вот в той конве, о которой я говорил, дискредитации власти и государства Украины, как защитника, как гаранта для всего постсоветской территории, и для Европы, и для Америки, правил ведения войны, правил ведения борьбы за свою независимость. Вот это и очень сильно беспокоит уже, к сожалению, не первый раз. Ахтем, у меня тоже вопрос по этому поводу. Кроме вот репутационного урона, который будет нанесен, уже наносится Украине, то, что люди с первых дней, можно сказать, с первого года стоят на страже Украины, защищали. Есть погибший Исам Унаев, есть наш генерал Амина Акуева, много еще моментов есть. Украинцев они взрывают, убивают прямо и в Киеве, и в других местах, орудуют российские спецслужбы практически безнаказанно. Есть, конечно, задержания бывают, но орудуют как у себя дома, скажем так. И мне сегодняшняя ситуация напоминает, как человека, который долгое время прожил в России, напоминает ситуацию, вот, которая происходила в России. И вот те же вот эти моменты по депортации, огульным обвинениям. И вот не только сейчас идет депортация, вот именно вот тучи нависли не только над батальоном имени шейха Мансура, именно этнических кавказцев выселяют как в 2008 году грузин выселялись с Москвы, с России. То же самое происходит сейчас в Украине. И та Украина, которую я себе представил, и та Украина, которую я вижу сейчас, она чуть не та. И вот, кроме вот этих репутационных ударов, эти люди, вот если касаться именно бойцов, а не брать всех, хотя об этом тоже нужно будет говорить, кроме этого, бойцы владеют и военными какими-то тайнами, может быть, какими-нибудь там важными очень расположениями частей, фамилиями и так далее. И эти люди попадут в руки российских карателей, вот этих палачей, которые, я знаю из огромного количества материалов дел, как они пытают. Я разговаривал с этими людьми, которых пытали. И они умоляют, чтобы их убили. Вот они просят, чтобы их убили, доводят человека до такого состояния, что он готов, он просит своего садиста, своего палача, чтобы он его казнил. Они не дают не умереть и выуживают всю информацию. Так может продолжаться месяцами. То же самое было с Тумгоевым. Тумгоев был вызван с передовой и быстренько оформлен и отправлен. По некоторым данным за 30 тысяч. Я занимался тогда этим делом. 30 тысяч долларов тогда фигурировала сумма. И вот в связи с этим, это же, да, по требованию там, Интерпола выдали в Молдову Акиева Руслана, который также состоял в батальоне и тоже имел какую-то там, не знаю насколько, но какие-то военные тайны он однозначно имел, находясь, будучи на передовой и так далее. Может, не такие значимые военные тайны.
И вот сейчас происходит то же самое. Это противоречит прямо национальным интересам Украины. И эти противоречия исходят за подписью президента Украины. Как такое вообще возможно? И собираетесь ли вы, как депутаты, мы будем и с другими депутатами разговаривать, и с правозащитниками, вот наша украинская спилка блогеров, и я, как руководитель правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия в Германии, мы собираемся обращаться в международные институты, мы собираемся привлекать максимальное внимание к этой проблеме. И то, что сейчас Украина, у которой в Конституции прописан европейский путь развития, стремящийся в НАТО и не создает такие прецеденты, которые противоречат всем, как вы верно сказали, и обычаям, и законам войны, что, я думаю, и в НАТО не понравится. Вы собираетесь как-то проводить акцию, крупную акцию, призывать людей к акции, к митингу, вызывать людей, как когда-то это произошло, когда выдали Тимура Тумгоева? Вам слово, пожалуйста. Ну, давайте так. Я сам просидел 3 года с этим бандитом. Я вам так скажу. С точки зрения раскрытия каких-то секретных сведений, если честно, это не тот контингент, я бы так сказал. Это больше работает с точки зрения сломать человека, чтобы он полностью чтобы дискредитировать все его прошлое. Многие не выдерживают, и потом все это вот прошлое, что ты ценой крови зарабатываешь как патриот, но нивелируется. Редко кто до конца доходит этот путь, чтобы прошлое и его настоящее в этих лагерях, в этих тюрьмах имело дальнейшую ценность. Почему я говорю, что с точки зрения секретности это не тот контингент? У нас тут практически каждый день по ТВ ты слышишь, как то одного СБУшника, подонка, вскрыли, то кого-то еще там в каких-то спецподразделениях вскрыли. То там отрабатывали на Россию, передавали сведения, то тут отрабатывали. То есть с точки зрения владения информацией по многим направлениям войны, я не думаю, что у России есть с этим проблема. В России есть серьезная проблема, это патриоты Украины, которые и сегодня в случае какой-то серьезной проблемы, я имею в виду неспособности власти организовать сопротивление врагу, который дальше приснет пойти, вот эти силы, а их сотни тысяч уже в Украине, они находятся в постоянной, так скажем, боевой готовности. И Россия это знает, и для них это очень серьезно. Сможем ли мы, я вам точно скажу, что в этих кругах очень сильно обсуждается вот сейчас ситуация с этим списком. Почему я и говорю ошибка провокации. Да, вот она может очень серьезно внутри страны тоже сработать, не только международным имиджем аспекте. Но, понимаете, здесь живешь постоянно в резонансных событиях. И одно резонансное событие через не только день, может через несколько часов перекрываться другим.
Вот мне иногда кажется, что это специально здесь отрабатывается такими политтехнологами, да, которые в окружении власти, что человек постепенно перестает, нарушается концентрация внимания вокруг определенного события. Я это видел, как это делается в России и в Крыму. Когда постепенно привыкаешь к смертям, привыкаешь к похищению людей, абсолютно бесперспективные эти призывы, стремления к тому, чтобы остановить это или найти хотя бы уже по готовым материалам дело стопроцентно понятным, найти какую-то справедливость в этих процессах. И это все время там перекрывается вот такими резонансными для человека, который привык свободно жить и спокойно жить, что за эти годы такое вот состояние психологическое у людей, что они свыкаются с потерей самого дорогого, самого чувствительного, потерю близких, друзей. Вот здесь что-то вот подобное пытаются такую вот модель выстроить. И это очень страшно, потому что украинцы, они настолько открыты, настолько вот у них есть такое слово, як шире, да, вот такие вот искренний. И вот насколько вот хватит вот этих иммунитета против такой модели. Вот в чем вопрос. Нам нужно, мы сейчас пытаемся, я еще раз вернусь к тому, что чтобы организованно противодействовать таким методам сбоку власти, нужно время. Вот даже судебные процессы, которые, несмотря на создание таких вот механизмов, как РМБО, мы сейчас не можем отработать. Потому что, как говорят, есть список, но нету мотивации, за что они туда попали. Это же вообще не про воров в законе. Да. Тем наплевать. Те завтра пойдут и с Путиным спокойно порешают все вопросы. Они к этому, вы хоть одного вора в законе, который бы возмущался, что их там больше 100 подверглись здесь гонениям, вы хоть одного возмущения услышали? Нет, и не можете услышать. Потому что там темы, они легко решаемые, да, с такими беспредельщиками, бандитами, как Путин или Лукашенко. Поэтому тут я прошу прощения, на меня уже просят на другую встречу, но я хочу сказать, что мы сейчас все максимально, возвращаясь к твоим словам, я просто знаю, мне жизнь самому спасла вот эта практика, да, когда мы со всех сторон, все силы, которые есть и за рубежом, и внутри Украины, начнем концентрированно не только освещать, но и показывать все эти угрозы для самой власти тут, которая пошла вот таким путем. Вот это поможет, я в этом убежден. Вахтем Зайтуллаевич, извините напоследок, если вы торопитесь, очень важное замечание со стороны от меня как блогера, да, то, что вы сказали, я с вами полностью согласен, власть постоянно испытывает на прочность общества и гражданское общество, и мы постоянно следим, но мы не можем каждый день подруливать властью, для этого мы власть и выбираем, и власть этим пользуется, что мы не можем выходить на митинги, протесты именно каждый день за каждый ее ошибочный шаг. А я возвращаюсь
вы как дипломат, вы как человек, который в парламенте более не дипломат, а дипломатично высказали, что это была ошибка и что, или провокация. Я как блогер смею сказать с точностью до 98%, це була зрада. Це була зрада, і це було предательство. И тот человек, который это написал, лично фамилия того человека за неделю нам озвучена не было. У меня нет никакого допуска к государственной тайне, но я как блогер могу поднять какое-то общественное мнение, общественный резонанс, написать петицию, подписать у своих зрителей и у нашей ассоциации блогеров, поднять общественное мнение, чтобы назвали того человека, который лично своей рукой внес их в эти списки. Потому что я уверен, у меня нету никаких доказательств. Я просто анализирую ситуацию, что если бы я был работником ФСБ или спецслужб Российской Федерации, я бы лучше заплатил там 10, 20, 30 тысяч долларов одному клерку какому-нибудь, который бы внес тихонечко в эти списки, а президент махнул, и на РНБО все проголосовали. Понимаете? И фамилия этого человека, да. Извините. Я вам, почему я говорю ошибка, провокация? Ну, понятное дело, что президент не составлял эти списки. Конечно. Но ответственность за решение РНБО президент. Да. Поэтому тот, кто составлял, он явно знал, что делает. Конечно, конечно. А те, которые коллективно голосовали и президент подписал, это я и называю ошибкой. То есть вот когда кто-то из них спекулирует, я имею в виду из силовиков, что есть к ним вопросы у правоохранителей, я отвечаю так. Есть следствие, есть суд, и у нас правовое государство. Пусть суд докажет, что кто-то из них имеет какие-то криминальные истории, и потом, приняв решение, и то я говорю, не имеем права отдавать врагу России на смерть людей. У нас есть для этого свои тюрьмы, свои колонии, и наше право, чтобы преступник здесь за свои деяния получил наказание. Вот в этом и кроется провокация, потому что до эти структуры, которые готовили, там же не просто структуры, там конкретные люди, конечно, которые писали, ложили эти бумажки, они знали, что делают. Они знали, что судебной перспективы за этими ребятами нет. За ними есть чистота борьбы за Украину с украинцами вместе против врага России. Поэтому я сказал, что есть ошибка, провокация. А вот когда президент, не дай бог, реализует вот это решение, тогда мы будем говорить, что президент, очолив вот всю систему зрады и выдав билет на смерть ребят, которые воевали за Украину. Спасибо. Спасибо вам большое. При возможности буду подключаться, но сейчас я уже вынужден с вами. Спасибо вам большое за уделенное время. Если будет возможность, в будущем, да, может быть, когда-нибудь еще пообщаемся. Спасибо, удачи вам. До свидания. Да, спасибо, вам спасибо. До свидания. До свидания. Сергей Иванович. Так, я вас отключаю. Так, Сергей Иванович. Послесловие. Так. Да, послесловие, как по поводу... Я бы хотел по этому поводу единственное добавить тому, что вот сейчас последнее сказал Ахтем, то, что там люди есть, против которых есть уголовные дела, мы уже об этом говорили, об этом писали, все это знают, но есть люди, на которых нет вообще уголовных никаких дел, которые попали в список. Абсолютно никаких проблем с украинским законодательством. И поэтому даже, чтобы у нашего зрителя не сложилось впечатление, что все там под какими-то нарушениями. Есть один, который оказался в ситуации, что у него обнаружили пистолет, оружие.
которое он уверяет, что он его вез как наградное на передовую, там, для награждения. Следствие утверждает, что оно у него обнаружено и все. Ну, человек военный, и это преступление как бы в Украине карается не так тяжко, тем более с учетом военного времени. Он готов понести наказание за это. Второе преступление вообще полная фабрикация. Второе преступление это Салман Санароев, которого обвиняют в тяжком преступлении, но оно полностью фабриковано, как утверждает и Салман сам лично, и то, что дело так его не смогли посадить, продержав год, его выпустили. И дело не шито белыми нитками. Когда он был со мной на связи еще, когда выдали тогда Тимура Тумгоева, была создана комиссия. Об этом ты знаешь, Сергей Иванович, но я хочу разъяснить это для того, чтобы все понимали, о чем речь идет, что защищают не только преступников, да, и не столько преступников, сколько эти люди жертвы. Тогда была создана комиссия, в которую вошел Рифат Чубаров, другие там люди, представители Украины. И вот от батальона был включен в список Салман Санароев. Так вот, это было сделано для того, чтобы левые люди, которые там засылаются, какие-нибудь провокаторы и так далее, не оказались вокруг батальона, и что вот представители батальона поручались за конкретных лиц, за своих. Так вот, как только эта комиссия была создана, к Салману заскочили в дом, побили его, разбили ему нос, и после этого дали ему ватку убрать нос, кровь с носа, и через какое-то время Салмана привлекли к какому-то делу, где обнаружилась кровь. А тогда, когда ему разбили нос, его забрали в отдел, извинились и отпустили. Сказали, ошиблись и так далее, и так далее. Короче говоря, получалось, что как бы очень было похоже на то, что эта операция, первое его задержание, было сделано для того, чтобы получить от него ДНК, его крови. И потом его снова задержали, обвинили его в тяжком преступлении, он отсидел почти год, и дело практически ничем завершилось, и по поручительству Рифата Чубарова он был выпущен на поруки, и он не скрывался, жил, дело не закрыли, но вот оно в таком состоянии повисло. И теперь вот снова его привлекают. Но даже если бы это был преступник, среди них есть непреступники. Я абсолютно уверен, что Салман не преступник, но даже если он был, там есть люди, которых вообще ни в чем не обвиняют. Уголовных преступлениях против Украины там не обвиняют, вообще есть лица. Поэтому это, конечно, вопиющий факт, который мы должны максимально попробовать привлечь к этому внимание. Спасибо, Аслан. Я хотел бы просто еще обратить внимание общественности. Да, прошла неделя, и никто не назвал фамилию. Оказывается, там не просто фамилию человека, который вписал, а еще руководитель отдела, который там... Конечно, там понятно, что там сговор был, там 1 или 2 или 3 человека были в этом сговоре. Я постоянно обращаю ваше внимание, что когда я общаюсь в чат-рулетке, и иногда конторские попадаются, вот один конторский года 2 назад задал мне интересный вопрос, и очень хороший вопрос. Он говорит, знаешь ли ты, он у меня спрашивал, Сергей Иванович, сколько предателей из СБУ перешло работать в ФСБ в Крыму, когда была оккупация Крыма. Я говорю, точной цифры нету, я знаю, вроде бы там больше 90%, то ли 95%, я боюсь ошибиться. Он говорит, да, приблизительно так и есть. Говорит, а теперь контрольный вопрос, а знаешь ли ты, сколько таких людей, если бы была оккупация там Харьковской области, Днепропетровской области, или, не дай бог, Киевской области, да, сколько бы людей перешло на нашу сторону из этих структур? Именно, говорит, в твоем Днепре. Я говорю, не знаю, наверное, много. Он говорит, будь уверен, больше 90%. Это было в 2014 году. Я не знаю, как поменялось это процентное отношение с 2014 года, потому что я уверен, что сейчас очень много есть. Немножко, да. Она поменялась. Но все равно, никто мне не скажет, что 100% проукраинских и патриотов служат в этих структурах. По-любому там остались люди, которые там за $5000, за $10 000, за 1000 долларов, за какую-то сумму определенную, да, могут внести и сделать вот это. И мы, если бы гражданское общество, вот эти все структуры, которые создает президент, да, вот эта Рада национальной безпеки и обороны, если
он прекрасно понимал, что это там есть предатели. И что там вычислять? Тут легко это решается за 10 минут. Кто составлял списки, а ну зовите ко мне в кабинет. Приходит в кабинет этот начальник отдела. Кто писал? Это мой подчиненный. Давай сюда подчиненного. Все, за 15 минут фамилии известны. Кто это делал? Этого не сделано. Почему это не сделано? Почему это блогер обычный говорит, не представитель спецслужб, не Рада национальной безпеки и обороны, обычный блогер и вот человек, который живет в Гамбурге, да, и мы на это обращаем внимание. А почему на это не обращают внимание спецслужбы Украины? Ну, питание риторичное, як то кажуть. Да. Ну, я думаю, мы до этого докопаемся. Можно, я думаю, на этом заканчивать, да. Чтобы вот наше с тобой предисловие. Отлично. Спасибо, Аслан, за поднятую тему. Спасибо. Будем держать руку на пульсе. До свидания. Все, спасибо.